Ну, мне муж предложение сделал в январе. Мы выбирали какой сначала месяц. Решили март. Потом выбирали долгое число. И как раз узнали, когда будут выборы. 18 числа. Мы решили совместить. Я волнуюсь немножко. Два таких знаменательных дней в этой России. Как бы наша рознь, наше заключение брака и день выбора президента. Ну, я собрал сначала всех родственников в одном месте. Сказал то, что такого числа у меня будет свадьба, приглашаю всех. И сказал то, что если вы хотите, можете открепиться от участка и прийти сюда, чтобы все вместе приглашать, чтобы было красиво. Все наши гости приглашенные голосуют. 40 человек. 40 человек. А завтра как получилось? Вы там договорились? На 18 число обычно по воскресенью не расписывают, но нам пошли на уступки. И нам без проблем нас расписали, да. Сразу помогли. Какие сейчас вообще ощущения? Очень сильно волнительно. Ну, как сказать, такие два знаменательных праздника в России для нас обоих. Это наше заключение брака и выбор президента России. Так это зависит, то, что кто будет в России президентом, как мы будем дальше жить. Будем уже от этого исходить. Сделали свой выбор, проголосовали. Там чапидом неверенно, но... Правильно сделал. Молодые, давайте мы вас тогда поздравим. Можно невесту поцеловать? Конечно. Тогда разок помогу. А мы поздравили этот завод. Где у нас завод? Дай сказать, Айда, как это, город и завод поздравляет вас со свадьбой, мы с очень хорошим гражданским Ну, я думаю, вас сегодня на всех по репортажу видел. Вчера, что в этот день вы выбрали, уважаемый Артур, Камила. Самое главное в жизни, чтобы вам всегда так повезло, и это везение, оно шло от вас. То есть приняли решение, и это решение шло. Ну а у нас, как у строителей говорят, 7 футов под килем, попутного ветра, чтобы удачи вашей. Чтобы всегда вы
смотрели самые лучшие фильмы и все такое положительное. Удачи. По нему показывать вас будут. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.